Я утверждаю, что я могу быть волшебницей. Это те возможности, которые мы не используем. Это чудо, это волшебство, это не то, что вот просто добился чего-то там в результате проекта, все. А это вот невозможное, но оно случилось. Когда первая встреча с инструментом, когда мама купила пианино. Такая сказка, это так интересно, такой огромный ящик, эти клавиши. Я прямо кружилась вокруг этого инструмента, нажимала, слушала, нюхала, щупала, то есть вот, ну разве что не кусала, да? А пианистка, ну, я думаю, что очень такой тернистый путь, ну, так штампованное немножко слово, трудно. На рояле играть трудно, и вот в этой трудности, когда вот что-то вот в этом длительном процессе мучений, трудностей, вдруг что-то получится, такое счастье. Я стала лауреатом международных конкурсов, ну не так рано, но и не так поздно, и уже играла концерты по всему миру, и только через несколько лет и даже десятилетий начала понимать собственный смысл того, что собой представляет это многомерное, многокрасочное, многостороннее, ну, просто необъятное искусство, называемое фортепианным исполнительством. Да.
Ну, конечно, бич времени суета, да? А когда ты играешь такие произведения, ты должен быть абсолютно отрешен от суеты. Ну, говорить об этом легко, делать это намного сложнее. Но это мучительный процесс. На самом деле мы странные существа, люди искусства, потому что готовы терпеть так много мучений. Вот мучений, сомнений, вот этот внутренний критик, невозможность там, преодоления технических трудностей, нехватка времени, нехватка просто, ну, понимаешь, что ты вот до этого величия тебе вот просто не дойти. Это как такие вершины. Мне всегда хотелось очень таких недостижимых высот. И это помогало добиваться чего-то, что, ну, то, что кажется невозможным. В этом смысле меня больше процесс увлекает, чем, собственно, результат. Потому что результат, в принципе, недостижим. Никто еще никогда из нормальных музыкантов не сказал, что вот я добился совершенства, мне нечего сказать. Почти все музыканты после концерта в полном отчаянии кричат: позор, скандал, катастрофа. Только потом, когда если некоторые осмеливаются слушать свои записи, большинство не слушает, не хочет знать этой правды. Я всегда слушаю. Вот не получается, а ты все равно сидишь и работаешь. У многих на сцене время ускоряется. То, что им кажется, они делают сдержанно и медленно, это какие-то дикие темпы. То есть внутреннее чувство времени изменяется. Но это понятно, что адреналин, там, волнение, все такое, это все начинает ускоряться. А ты этого не замечаешь. И только ты иногда видишь, а что такое, почему тебе это трудно? А потому что ты в бешеном темпе играешь, в 2 раза быстрее, чем планировал. Да? Но это такой простой пример. А на самом деле, по-хорошему, музыка может переходить в состояние, когда, собственно, теряется ощущение времени. Вот это какое-то вне времени. То есть настолько такая свобода, что ты можешь растягивать бесконечно там, в каком-то медленном эпизоде. И зритель, слушатель будет заворожен этим временем. То есть ты это время ему передаешь, и поэтому у него есть ощущение, что в какое-то другое время, какое-то другое измерение попал. Иногда бывает, что как будто бы музыка знает что-то о прошлом. Вот она написана намного позже, а также и о будущем. То есть способность музыки проникать как, ну, вот это условное прошлое время, условное будущее. И тогда физики, наверное, правы в том, что они утверждают, что все достаточно условно, что идет параллельно. То есть одновременно и прошлое, одновременно и будущее. И то, что мы называем настоящее, то, что самое неуловимое. Управлять временем в музыке – это вообще вот все, чем я занимаюсь, будучи пианисткой, это все невероятно увлекательное и как будто неисследованное.
То есть наука не может ответить на все вопросы, а музыка это практически доказывает. И поэтому довольно часто я хочу вот объяснить обществу, что музыка это не только для расслабления, или для удовольствия, или для там, веселья, или для печали. Музыка, она ресурс, который позволяет нам познать этот мир. И самое сложное — переключение. Переключение из такого обыденного, очень экстравертного, да, состояния, то есть когда ты все время отдаешь, перейти в то состояние, когда ты наконец обращаешься сам к себе и что-то спрашиваешь у себя, да. Здесь вдруг ты должен быть мечтательным, задумчивым, необщительным, молчаливым, одиноким. И
абсолютно точно необходимо большее погружение, чем кажется. Знаменитый Геннадий Николаевич Рождественский, да? Когда я была молодой студенткой, меня пригласили. Знаменитый наш Толеперген Абдрашев, который, к сожалению, уже ушел из жизни, он сдавал свой какой-то выпускной экзамен. И надо было саккомпанировать концерт Рахманинова. Естественно, он меня пригласил. А за вторым роялем партию оркестра выполняли две женщины, концертмейстеры этого класса Геннадия Николаевича Рождественского. Ну и что-то они так играли, что ему не понравилось, он их отодвинул и сам сел. И тут вот эта сила личности, да, когда такой, во-первых, я знаю, что он знаменитость, мировая знаменитость, во-вторых, он играет шикарно на рояле. И у меня столько внутри сил появилось, столько, ну знаете, вот в этом-то все чудо искусства, что когда она хочет тебя за что-то отблагодарить, искусство ли, либо какие-то божественные силы, в тебя вливается какая-то дополнительная сила, которая тебе раньше была неведомая. И ты просто понимаешь, что ты летать можешь, ты парить можешь, ты поднимаешься в какие-то неведомые дали, которые вот тогда Геннадий Николаевич, он за собой, как, знаете, большая птица, взял на крыло и полетели. О, это я всю жизнь помню.
самый такой опасный вопрос для всего. Хорошо продается. А некоторые вещи вообще не продаются. Просто у них нет цены. Никто не пытался даже поставить цену. И тогда те, которые вот не в этой струе, да, где вот маркетинг, где прибыль, где рынок, где проекты, финансы, там, сметы, тогда себя чувствуют очень растерянно. И это неправильно, потому что просто надо разобраться внутри себя с понятиями. Конечно, это тебе не добавит финансирования и известности, да? Но тем не менее, хотя бы ты сохранишь свою сущность человека, который занимается именно этим, и твоя природа на это настроена. Мы на самом деле хранители каких-то ценностей человечества, которые обязаны перенести их следующим поколениям, в следующие века. Специально не сохраняли, но сохранились. И я думаю, что Европа последние годы очень сильно реагирует на очевидную нашу энергетичность, большую, чем в Европе. Факт, что много раз нам говорили, какая энергия, какие вы могучие, тут какое-то нашествие, ну только не Золотой Орды, как когда-то в средние века было, а нашествие культуры, да. И, конечно, честь и хвала европейцам, которые готовы воспринимать новое и неизвестное, потому что вот нам, честно говоря, не очень хочется. Нам хочется вот насладиться вот этими уже шедеврами, которые устоялись. Да? А современное искусство у нас не так легко воспринимается. А вот именно у европейцев, вот они все это 150 раз слышали уже, а им хочется что-то новое. То есть интерес к культурам других. Вот это удивительно просто.
Иногда бывает, что ты никак не мог переключиться, и только в последнюю секунду перед концертом, увидев полный зал, испытывая вот просто колоссальную благодарность, что люди пришли. Вот люди пришли на концерт классической музыки. Не так, что, знаете, само собой, что вы пришли, вы обязаны прийти. То есть это герои, которые сейчас ходят на концерты классической музыки, это особое качество народа. Я выхожу и такую маленькую молитву, чтобы поддержал Бог последний раз, потому что я точно буду заниматься в следующий раз. А сейчас, пожалуйста, поддержи, потому что я не виновата. Ну, то есть все молятся, артисты, потому что сцена — это такое место, где может случиться все, что угодно. И без помощи божественной это не обойдешься. Потом божественные силы наказывают тебя за суету. Если ты там сильно хочешь понравиться зрителям, слушателям, это обычно наказывается. Если ты искренен, верен этим ценностям, если вот не расходится у тебя внутри то, что ты делаешь с музыкой, это обычно вознаграждается. То есть, на самом деле, артист должен быть очень честным.